Что, братцы, всем привет. Раннее утро. Очередная, ребята, вылазка в тайгу. Сегодня у меня прям серьезный такой момент, потому что едут со мной самые такие дорогие люди для меня. Это мои женщины, это моя дочь, моя супруга. Хочу, ребят, прокатить их, порыбачить, ну и показать вообще всю прелесть тайги. Это такой серьезный, ребят, момент, потому что на дальняк дочку так не брал, тем более с ночевой. Частенько мы с ней ездили за грибами, за ягодами, какие-то небольшие вылазки, но вот сегодня прям такой, ребят, первый ее большой поход. Я, конечно, очень переживаю, ребят, но надеюсь, что все получится и все будет классно. Погода хорошая, -3 всего. Ну, ребят, ветер и кучу снега навалил за ночь. Вот только расчистил, загрузил свою технику. Вчера приехал с вечера, ребят, сюда к деревне к маме. Съездил на его живца, все собрался. Лариса сейчас с Кирой приедут с села тут недалеко, где мы живем. И уже поедем, ребята, отсюда. Сейчас покажу, ребят, автопоезд, как что получилось. Ну и в целом с минуту в минуту поедут, будем грузиться и на хода. Так что сейчас, секунду, ребята, покажу, что взяли с собой на одну ночь. Ну, начнем с двигателя. Tafalar Long удлиненный, ребята. Это мое приобретение в этом сезоне. Новая мотособака. Я пока ей полностью доволен. Многие спрашивают: Андрюха, чё как? Все, ребят, шикарно. Прям все мне устраивает. Реверс, подогрев, 20 лошадей двигатель. Прям все четко, ребят, все классно работает. Небольшой багажник присутствует. Вот здесь уместилась у меня сумка-холодильник. Здесь конкретно продукты на 2 дней. Ну, грубо говоря, 2 дня и 1 ночь. На модуль, ребят, пришлось тоже уделить, потому что не стал я брать дополнительные сани, чтобы уже слишком длинно не было. Хотя Илюха оставил мотособаку, можно было взять. Но не стал, ребят, брать. Кан живцом. 2 пакета брикетов, ребят. 2 комплекта жерлиц. Ну, здесь топор, шумовка, багорики. Самое несовное такое, ребят, для рыбалки. Так, чтобы этот не мешало слишком, вот на нос положил. Хотя тоже будет уже, наверное, мешать. Идем далее, ребята. Здесь основные сани. Здесь все необходимое, ребят, для ночлега. Палатка, печка, 2 раскладушки, лопата, взял стол, бензин, вода, ребята. Здесь посуда, какие-то еще вещи. Еще 3 пачки брикетов, ребят. Потому что, ну, дамам нужно тепло. Возможно, будем на льду ночевать. И, соответственно, я взял брикетов. Привозят мне кореша с Сыктывкара. По 50 рублей за пачку я отдаю, ребят. Ну, в целом, как-то так. Здесь, ну, здесь, наверное, на дне что-то еще. Буры. Все всякое вот такое, ребята. Весь самые тяжелые, наверное, сани вот будут, потому что очень тяжелые. Брикеты 10 килограмм пачка весит. Это уже 30-ка. Палатка 30-ка. Здесь минимум 100, ребята. На носу, наверное, полтинничек будет. Ну и здесь улягутся мои дамы. Положил подушки 2 от старого дивана. Ну и вот, если что, накрыться спальник. Я думаю, будет им комфортно здесь лежать. Сани с носом, чтобы сильно не задувало, ребят. Ну вот как-то так, вот такой пояс получился у меня. Очень, конечно, длинный. Я говорю, хотел еще дополнительные цеплять, но это уже слишком большая змеюка получится. По тайге будет не очень удобно петлять. Ветер, ребята, обещает до 10 даже метров в секунду. Не знаю, придется как-то все делать быстро, ставить дом сразу. Палатка, ребят, большая. Это палатка не моя, сразу могу сказать. Я в прошлых роликах объяснял то, что палатку дали хорошие люди мне в пользование. Но уже идет, ребята, идет уже мой дом большой 4×4. Скоро мы будем с новой большой палаткой. Все, снег почищен, ребят, на участке. Вот сильно замело. Сегодня за ночь хорошенько подмело. Начинаем уже заготавливать дрова. Первый воз я привез. Вот уже перевезли. Сложили здесь аккуратненько. Еще надо будет возик. Будем уже потом раскалывать потихоньку и в дровяничок все это дело.
Ну как-то так, ребята, банька, беседка. Здесь участок у мамы. Я частенько сейчас у нее нахожусь, потому что все просторы рыбалки, ребята, вот здесь. Сысово 300 метров и пошла жара. Таежный поселок, очень удобно здесь, выехал, поехал. Ну все, ребята, пожелаю вам удачи, жду девчонок и рвем баркас. Ребята, очень удобно. Здесь уже есть нейтральная скорость. Знаете, да, такие моменты, когда здесь бывает замерзает. Я чехол снимал, потому что очень много вещей. Погода не очень холодная и, возможно, будет перегрев. Снимаю, но вот без чехла здесь может, ребят, краничек замерзнуть и собака может сама бежать. Ставим нейтральную скорость. Все. И теперь она никуда не убежит от нас. Очень, кстати, удобная тема. Хорошо, ничего не замерзло. Свет, подогрев. Все, включили передок. Отлично. Доброе. Привет, самая моя. Ты готова? Ага. Поездка. Привет. Ну что, папка загрузился уже. Пойдем посмотрим, А что мы там ждали машину. получилось. Как долго. Смотри, папа нам спальник достал. Вот две подушки. Вот сюда спиной ложитесь, Ага. чтобы не вперед, а спиной. И потом укроемся. Подожди. А ноги куда положить? Сейчас. Мама ляжет, а ты потом между ног у нее и все ляжет. Ты так что ли? Нет, я так не хочу. Ну, как хочешь, так и расправляй. Давай садись. Да. На, держись. Открывайте. Ты это... Вот этой гладкой только, чтобы сторона была. Мне не Ну, друзья, выезжаем потихоньку со двора. Сейчас немного по поселочку и до села будем. Вот столько снега намело. Это, конечно, очень плохо. Сейчас будет пуржить. Но придется быстро не ехать. Потихоньку. Ох, девчонки, перекур. Проверка. Как там дела? Ну,
Нормально? Я переживаю, блин, метет так жестко, блин. Но у вас особо не особо, я так понимаю. У меня здесь завихрения жесткие. Все здесь у меня. Клон стал. Ну вот, ребята, вот просторы наши. Спускаемся на лед. Пробито, ребята, у меня здесь. Все отлично. Особо не замело. Пойдем потихоньку по буранице. Высоко-высоко вверх. Ребят, смотрите, как лед ломает. Все не катится. Но видно, даже края открыты. Добрались до мест. Хотел поставить палатку на льду, но что-то я не буду рисковать. Много воды даванет, наверное. Здесь вот пляж, палисадник есть небольшой. Вот там, наверное, и поставлю палатку. Сейчас доеду туда. Изначально поставлю дом, а потом уже буду расставляться. Да, это неправильно, потому что вечерний, точнее утренний выход я прозеваю. Ну а как быть? Ребенок замерзнет просто за это время. И так что сначала дом, а потом все остальное. Как прокатилось? Нормально. Нормально? Понравилось? Вот, ребят, смотрите, у нас здесь пляж, вот, в той заводе буду рыбачить. Сегодня далеко не будем кататься, так как все-таки у нас ребенок и надо будет все рядышком. Ну вот здесь, в принципе, у нас такой палисадничек, сильно задувать не будет, как бы, но это не особо много Это деревьев. что, котик? Ну вот здесь, наверное, и поставим палатку сейчас. Буранка тут натоптана уже, какие-то, если что, вещи здесь, а там уже вот сейчас раскопаю и будет у нас место. Сейчас сюда посижу. Папа, на тебе очень маленькая. Опадается. Надо, выбирай. Бля, вот это тебе папка оставил. Это убери. Сначала вот так, оп. О. Видишь, там лед уже, у нас же был. Нормально. Так, давай, доставай вещи. Вода. Эти доставай штуки. Это да. Вот это елочка там. Даже месечко осталось. Даже место осталось. Иди, помогай, лопату возьми и снегом засыпай. Что? Снегом засыпай. Вон, юбку засыпай, да. Вот этот коврик засыпай, который на земле. Какой тяжелый. Мой фрейки постелим на раскладушку. Так, я. Вешай. Вышли. Вешай. А ну, хватит.
тоже ее не открывали. Так, друзья, ну что, все, в принципе, у нас готово. Ну, еще не особо. Быстро-быстро все. Поставили палатку. Поставили 2 раскладушки. Печку. Стол собрали. Ну, сейчас Лариска займется здесь уютом, бытом. Но мне, ребят, на лед надо. Надо расстановку делать. Будем ставить жерлицы. Сегодня чисто жерлицы у нас. Вот. Попили чай. Все. Брикеты занесли. 5 пачек. Не знаю, хватит, не хватит нам. Все, ребят, я гоню на лед. Вот это обрыв. Я тут даже не подумал, что такое обрыв. Все, ребят, поехали. Все. А вот это наша заводь. В прошлый раз мы здесь достали налима. Ну и сегодня я тут расставлю жалец немножко. Вот такая будет небольшая рыбалка у нас. В основном отдых. Взял дочку. Погода, конечно, такая не лайтовая. Ветерок, снег идет. Ну, в целом, будем расстановку делать. Живец крупный, ребят. Вчера наловил живца. Ну, такие монстры, блин. Ну, ничего, пойдет на налима. Так, братцы, ну что, начнем по тихой грусти. Время 9 час. Не успел, конечно, на утренний выход. Ну, ничего страшного. Налим все равно клюет ночью, так что ставки на налима просто можно было щуку поймать, конечно. Потихонечку будем расставляться. Не спешонько. Ну, часа 2 проведу, наверное, на реке. По-любому. Это без вариантов. Сейчас все приготовим. Потихонечку, помаленечку начнем расстановку. Живец, ребят, у меня плотва, елец, но очень крупная. Вчера поехал, тоже вечерком, часа 2, наверное, поехал. За час накидал. Просто вообще классно. На налима, ребят, особо не поднимаю, но здесь щука тоже есть. И, соответственно, живца поднимаю. А налим также берет. Прошлая рыбалка показала то, что он все равно двигается и он ищет. Так, сейчас будем искать. Тут у меня двойники разные. Где-то побольше, где-то поменьше. Вот, соответственно, где поменьше, буду и живца поменьше ставить. А где побольше, там уже будем кабанов сувать. Все, первая есть. Красота. Ветерок, немного присыпаю. Так закапывать не буду. Тепло.
Так, друзья, ну что, расстановка идет полным ходом. Курью расставил. Ну, сейчас пробую новые места вот тут рядышком. Немного в реку залажу, немного сбоку. Короче, как-то так. Ставлю, вот, как в прошлой рыбалке показали, мель вообще сантиметров 30-40 подо льдом. И так классно, ребят, смотрите, такой снег пошел. Туча идет, буря прям такая снежная. И такие хлопья. Я люблю вот такой снег. И здесь получается завихрение, и он так кружится. Круто вообще. Ну там буря, он идет страшная, снежная. Снега будет очень много. Ну, продолжаем. Так, ну что, давайте, жиличка, работайте. Переезжаю. Погода вот теплая, ребят, но вот ветер чисто мешает. А так все шикарно, по идее. Такая жилищная рыбалка. Здесь по свалу тоже поставлю несколько штучек. Щука здесь показывал себя. Ну и глубина хорошая. Раз, два, три, четыре. Здесь уже конкретно на щуку. По налиму, ребят, можно особо не поднимать. Как бы смысла нету. Налим все равно любит со дна брать. Один наоборот, а бывает я грузил, просто на дно положу и все. Больше ничего не делаю. Живцы у меня, ребят, мощные, конечно. Вот такие есть селедки. Вот такие есть селедки. Есть и поменьше, конечно. Вот такие маленькие есть. Ну, ставлю разные. И крупный, и мелкий, и средний. Говорю, вчера поехал. Буквально час. Бам-бам-бам. Накидал. Все отлично. Хорошо, когда живец клюет. Знаешь точку. Поехал, наловил. Ну, брал все просто. Думал, мало ли. Все. Давай, подруга. Ищи щуку. Ищи щуку. Так, ребят, расставляюсь. И услышал бубенчик. Ну вот у меня бубенцы стоят на жалице. Явно где-то была сработка. Но не вижу. Надо съездить, посмотреть. Слышно было ряд, реально. Прям бум. Классно. А сработки не вижу далеко. Сейчас ага, все, ребят, вижу, вот жалица щелкнула. Река бомбанула. А флаг что-то положила. Вот эта сторона мне всегда нравилась. Хрена ее, блин, положила. Кто это, интересно? Щука или кто? Ну, днем в любом случае щука, наверное. Вот. Бубенчик, ребят, помогает как, а? Классно. Так что делайте. Кто в палатке сидит, рыбачит, рядом поставили. Очень помогает. Слышно было стрел, а видно, не видно, положила ее просто. Вроде тут, ребят, щука. Угу, смотрите, пошла. Перевернула, что ли? Будем брать. Ох ты, вырвал, блин. Вырвал. Хорошая была щучка. Вырвал. Блин, вот здесь как раз у него двойнички-то не крупные стоят. Здесь как раз вот у меня двойнички не крупные. И вот потом думай, вырвал, ёк-макарёк.
Была сработочка. Была сработочка. Вырвал с пасти, пол-11. Вроде подождал, блин. Все как правило сделал. А тут и глубоко, блин. Раз, два, три, четыре, пять. Ну что, ребята, была щука. Так даже, ну, сорвал, непонятно было, не протащил, то бишь вырвал просто с пасти у меня живца. Так я не приугадаешь, какая щука. Ну, факт в том, то, что была поклевка. Это прям радует. Единственное, хотелось, конечно, поймать уже на обед. Сейчас бы с Фариской пожарили щучку. Что интересно, там девки у меня делают. Набрали игр всяких ребят настольных. Короче, будем вечером играть. Всякие монополии и так далее и тому подобное. Ну, блин, не знаю, поспешил, не поспешил, опять же. И двойничок тут чуть-чуть поменьше, конечно, чуть-чуть бы побольше. Короче, блин, ну вот. Блин, эта бровка мне... Это, кстати, у меня свежая жалится. Я вот ушел еще глубже в реку. И вот, пожалуйста. Как вот так быть? Прям не знаю. Вот как будто вот надо еще ту зону бурить. Желательно бы. Вот это щука. Это щука. Так, друзья, ну что, последняя жалится. Как бы еще жилички-то в принципе есть, но все, больше как бы и не надо. Больше и не надо. Живца как бы тоже надо оставить. Мало ли, щука будет щелкать с вечера. Пару раз точно проверим. Поставил здесь ряд Ларинскины банты. Бантики. Вот тут конкретно на налима. Здесь стычки, ребята, у меня вот стояли. Я вот по этой линии же и поставил. Вон как раз глубина самая то, ребята. Разик делаю. Все. Больше не поднимаю. Тут уже конкретно налим, песок. Все, заканчиваю процедуру. Надо я рыбу дать. Красотка пришла. Ладно, здесь пускай побудет. На. Смотри. Вот она, кто тут гуляет. Рыба пахнет. Убежала. Ну, конечно, убежит, блин. Скажешь, дядька, ты дурной, что ли? На. Ну да. Ну тут рыбу живцы остаются, она потом тут ходит, подбирает. Вот какие следы, ребята, она оставляет. Смотрите, видите? Она с того берега спустилась, перешла. Испугал я ее. Ну ничего, тут живцы всегда остаются. Я никогда мертвых там не выбрасываю. Ворон, лиса, тайга подкармливается тоже. В наших, ребята, бывает и жалицу на ночь оставляешь, и жалицу. Там, допустим, лиса вытащит полностью. Бывало и такое. И живца как-то мы с Женькой прятали. Тоже поздно наловили. Закопали банку 5-литровую. Отрыла у нас. Отгрызла, съела. Да, проказничает. Ну а что, кушать все хотят. Так, ну все, что, красота. Тут самострел, там сход щуки. Время обед. Девчонки у меня там, наверное, заскучали. Еду, ребята. Да, 14 минут 12. Что, друзья, гоню на базу к девчонкам. Заскучали там, наверное, мои девчонки уже. Жилички, давайте. Делайте вещи. Через пару часиков после обеда приедем. Проверим. Ну, мог бы уже быть с рыбой. Но, увы. Надо тоже давать шансы, правильно, ребята? 100% результат это тоже плохо. Все, прием. Так переметает уже, смотрите, ребят. 3 часа я работал. Вон уже как перемело. А вот и дом родной. Вот и дом родной.
развернемся сейчас. Задний ход, конечно, эта тема. Кто в тюрьмочке живет? О, девчата, привет. Молодцы. Ребята, ну что, все, прибыл. Ну, девчули мои. Смотрите, какая у нас красота здесь. Ирина Андреевна. Лариса что-то уже тут наготовила. Шикарное какое-то блюдо. Кстати, прикупили новый котелочек для себя, для общего. Я так понимаю, сухарики сделала, да? На сковородке. Ты же картошку не взял, пришлось выдумывать. Короче, ребят, забыли все просто. А для Ларисы Юрьевны ингредиенты это самое важное. Забыли картошку, забыли соль. Рыбак без соли, это вообще жесть, конечно. После этого похода взял килограмм сахара, положил в сумку, а за соль забыл. Дома есть соль? Забыл, короче. Короче, Ну, у вот нас только сегодня азиатская кухня такая. Азиатская кухня, Лариса говорит, что-то как-то, не знаю. Ну, что-то как-то будем выживать. Есть специи, правда, всякие разные. Вот. Ну, короче, Ну, с баночки я соль соскребла там чуть-чуть, чтобы... лапша у нас тут, нарезочка, смотрю, Лариска сделала уже. Красиво все. Палатки тепло, даже у нас окно открыто. Ну, я тоже проработал, уже устал. Столько лунок сделать. Лед мощный, блин, с песком. Очень нормально. Ладно, что, будем обедать. Да. Что за такой у тебя суп-то интересный? Курица, чеснок, морковка, Курочка. зелень, куркума, сливки. Да. Да. Короче, что-то такое интересное. На вкус очень вкусно. Ребята, смотрите. Вкус очень вкусно. Доче нравится. Вот мы сегодня столик поставили. Да вот уже по большой палатке уже другой разговор хотя бы. Вот придет сейчас палатка большая. Ну тогда вон там будем жить нормально. Приехал на 2-3 дня и кайфуем. Вкусненько. Кто спит, кто что делает, кто рыбачит. Доче нравится? Ага. Так что, ребята, ладно, всем приятного. Мы сейчас пообедаем. Надо убрать котелочек. А может кто-то не кушает? Сухарики, ребята. Так надо тоже, чтобы с нами дочь кушали, правильно? За компанию. За компанию. Да. Кто-то не кушает, может кто-то спит. А Вадя второй сопоснится, мы знаем. Так что да. Тем более людей у всех по-разному. У некоторых 4 часа раньше. Понимаешь? В Америке, допустим, сейчас вообще ночь уже, люди спят. А мы тут считаем кушаем. Да, ну молодец. Все молодцы, все проработали. Кирилл помогала маме? Да? Да. Что делала? Как что, разговаривала со мной? Да. Чтобы мне не скучно было, да? Ну и хорошо. Дочь. Вот смотри, дочь. Да, какая штука. Это как кирпич. Кирпич, да? А почему я его одной рукой поднять? Кирпич такой. Так. Ты научишь меня играть? А, это надо угадывать, да? Да, там угадывать. Ну ты как обычно меня выиграешь, да и все. Ты можешь выиграть, потому что меня мама в первый раз выиграла. Да. Я второй ее уже. Я второй раз выиграла. Ну не знаю, дома ты выиграешь меня на раз-два. Ну потому что дома это. Ну дома. Ты же дома это и дома, да? Да. Давай. А рыбалка это рыбалка. Ну да, папка-то здесь этот, как рыба в воде. Папка-то тут жить может. Подай мне еще подушку. Нате подушку, на бушлат. Нет, не надо. Все. Мне нормально, у меня тихий час. Пап, ты тоже раскладывай. Да? Разбрось. Ой, как хорошо. А щук тут нету?
Щеков и, нету. и налимов. Нету. Так, это марлин. Это рыба, Летающая. Кто летает? Летучая. летучая рыба, да? Мгм. Угу. Угу. Так. Ежик. Так. Морской ежик. Нет, это рыба фугу, по идее. Пап, ты это открой, не закрывай. Рыба фугу самая ядовитая, но самая вкусная. Ее готовят в ресторанах. Это скат. Ты открой. Касатки. И вот это. О, я знаю, я знаю. Горбуша, красная рыба. Да, я ее люблю. Тоже голубуш. А что, щуку не любишь? Ну, а щуку тоже люблю. Я люблю Так, если налимов. сейчас я выиграл, я еще раз сажу. Да, ты всё, Да. что ли? Так, друзья, ну что, мы пообедали. Снежок хороший прошел. Немножко припорошило. Но здесь не особо все равно задувает. По реке вот нормально кружит. И вот там по полосе. А здесь березняк все равно держит немного. Время у нас 2 час, наверное. Что-то дочку уложили, она не хочет спать. Тихий час. Съездим, проверим. Да. А, ноги засовывай хорошо. А, вот так. Сейчас мамка сядет, поедем. Все, поехали. Да, ну что, сейчас посмотрим. Ну, прошло пару часиков, правда. Ну, была сработка до этого, значит, может быть, щука будет. Ребята, нету. Тишина. Ну, надо вечера ждать. Вечером будет выход. А утренними прозевали. Поспали даже, кимарнули. Дочь у нас уже старше будет. Родители спят. Они нормально, ребят. Снег подпер опять очень сильно. Время 4 час. Ну, ездили вот 2 часа назад. Тишина была. Сработок не было. Ну, что, кайфуем. Поиграли еще, поели. Полежали немножко, поспали. Так что вот такие дела. Друзья, у нас метель просто ужасная. Смотрите, буквально, не знаю, 100 метров. Ничего не видно уже. Мелкий такой снег. Морось. Снежная такая пыльца. И с ветром. Да. Неприятный такой снежок. Так, ну что, даем освещение? Ну, чуть-чуть, да. Можно чуть-чуть, да, дочь? Чуть-чуть можно, все верно. Ой, так было светло. Так, друзья, ну что, как там говорят в простонародье, вечер в хату. У нас вот на балагане уютно, ну на улице вообще, ребят, ужас, что творится. Просто ветрище и мелкий снег. Ну, буря, короче. Так и обещалось, в принципе. Ну, что мы? Что-то отдыхаем, нашли какой-то интернет, там, не знаю, вообще перезагрузили телефон, что-то нашли мультик не какой-то так. Ну и Лариса сейчас будет готовить ужин. Время уже 5:30, ребят, надо что-то готовить. Обед я не показал, как Лариска готовила, но в целом очень было вкусно. Полностью съели. Полностью съели, да, помыла посуду уже Лариса. Что-то мы повалялись даже. Ездили пару раз на проверку. Ну и в целом как-то так. Картоху забыли, соль забыли, все забыли, ребята. Короче, Лариса что-то будет сегодня у нас как что-то мутить. Не знаю, что-то вот она достала какие-то вещи интересные. Будет фунчоза с курицей и с овощами. Для этого мы возьмем 400 грамм куриной грудки. Фунчозу 2 брикета нам достаточно будет. Зелень, 1 болгарский перец, небольшой огурец, морковь, 3 зубчика чеснока, заправка для фунчозы, ну можно это и самим сделать, и кунжут. Дочь, ты будешь такое есть? Мы, скажи, дома едим вкусно же? Очень. Ну все, классно, что я в принципе не против такой вещи попробовать. Тем более она такая
как типа, да, легенькая такая. Ну, не особо такая мощная. Попробовать, ты ее не раз пробовал? Нет, я имею в виду вот именно здесь, прям в лесу. Ну здесь, да, конечно, первый раз. Так что готовить. давайте начнем, Лариса, давай делай. Получается китайская лапша, да? Из зеленых бобов получается это вермишель. Китайская лапша из зеленых бобов. Вот это хочу варить головку тебе. Я же буду варить. Кипятили воду, ребята. Ой, сейчас Да. фонтан будет. Надо залить ее кипятком. Я тоже буду варить. Сейчас постоит, заварится. Шинкуем чесночок. Прям в этом будешь. Да, прям в котелке будем делать. Отправляем туда. Филе нарезаем тонкими соломками. Ну, в принципе, все овощи тоже будут соломкой. Ребят, пока Лариса готовит, немножко обстановочки, как у нас тут все продвигается. Ну что, у нас сегодня конкретно брикетный вариант топлива. Вот я сейчас закинул последние две штучки из второй пачки, получается. В концове у нас 6 вечера, вот с 9 мы топим. И в целом, ну, Лариса готовила, в принципе, там открывала очень сильно. А так вот у нас шает она. И, в принципе, отлично. Еще раз говорил, прикупили маленький котелочек, так как есть казан, есть поменьше, а вот среднего такого нету. Пришлось взять. Ну, в принципе, не знаю. Можно прям жарить в нем пока еще. Я думаю, ничего, пойдет. Добавляем лапшичку, соус. Лапшичку, соус. Смак уже подрумянился. Сейчас курочка пойдет туда. Мелко-мелко нарезано. Привет, можно Пошел. мне перец попробовать? Уже должен быть вкусным. Да? У него острый, мама? Он сладенький. Нет, ты же знаешь, что он не острый. Я тоже хочу. Все дело в семечках, дочь, в этом перце. Ну, скажу-ка так, сладенькая. У нас курочка уже почти готова. Закладываем морковь, перец. На порцию. Добавляем Фу, что за некрасивая какашка? Кира, Некрасивая какашка. но это же соус. Все, пошла лапша Да, китайская. Сегодня у нас китайская Пошла забегаловка будет. Кирилл смешинка попала в рот. Прошел, да? Да. Тебе хорошо стало? Да. Настроение поднялось, да? Рыбалку поедешь с папой сейчас? Проверяться поедешь? Да. Ты думаешь, попадется щука, нет? Я думаю, да, Да. попадется. Посмотрим, Щука. дочь, посмотрим. Ну или налим. Не, налим только завтра. Налим ночью будет кушать. Часов 9 он начинает выходить только. Ну, а мы что, все это снимем? Катрику. Решили еще добавить паприку копченую. Катрику Без давай. цвета, да? Катрику. Да. Ну.
Ах, запах пошел какой. Последние штрихи, зеленушка. Ну, такое, не знаю, ребят, интересное блюдо, кстати. Ну, в принципе, кто там правильное питание, там у кого, может кто-то там на какой-то там Давай, дочь. диете определенной, то, в принципе, вроде мяса, овощи есть. Кунжут, да? Да, я его очень люблю, я его не жалею. Я думал, еще сказать, почему так много ты его положила? Нет, я его очень люблю. Потому что больше кунжута больше не бывает. Его Ну да. должно быть много. Так, друзья, ну что у нас? Вечерний выход. Все метет и метет. Жесть просто погода. Ну, съездим, проверимся. Время уже 7, начало 8. Прокатимся, проветримся. Да, без чехла, конечно, заметается, блин. Ладно, съездим, прокатимся. Включается. Все, гоним. Поехали, дочь. Снег чуть-чуть успокоился, да, доча? Не сильно так стал мести, но все равно метет. Так, стоит. У меня этот фонарик то ли сос подает, то ли что, то ли Да? вдох уже. Так, ребят, у нас флажочек стоит. Где? Вон. Не зря же подъехали. Не зря дальше проехал, посмотрел. На лиме бровка. Так, ну что там? Не знаю, там. Да будет рыба. Полная вымотка, ребята. Нет. Не знаю. Рыбка. Давай, жерлица, смотри. Да. Начался. И холостая. Толстая, да? Ага. Холостая. Ох ты, ни хрена себе, блин. Нет рыбки. Смотри, как покусали рыбку. Ой-ой. Ой-ой-ой. Смотри, дочка, кто-то хорошо ее Это прям. щука. Щука, да. Пополам. Да, последняя, ребята, смотрите, здесь в этом. Хотя она налима. Поехали, все же есть. Ну сейчас в ту сторону заедем, да? Ну да, рыбка не попалась у нас. Сейчас папа Ну еще. вот, ребята, блин. Как-то так. Поедем на другую сторону, посмотрим. Да-да-да, я вижу, доча. Так, ребят, ну что у нас тут? В заводе вроде тихо. А на новом месте у меня сработал флаг. Это прям хорошо. А, нет, тут стоит тоже. Тоже стоит, ребята, в заводе. Ребят, у нас в заводе и там на новом месте. Там один. Да. Пойдем смотреть, дочь. Я бы вообще не увидела, а увидела издалека.
Тоже полная вымотка, ребята. Щука, Кира. Надо показать щуку большую поймать. Тоже холостая, походу. Да? Тоже подержала, что-то смотри. Не крупная. У меня рыбка. Ну, выходила, видишь. Ну это уже обнадеживает. И это уже обнадеживает, конечно. Полная вымотка, ребят. Я буду дождь, да? Я ее буду кушать. Ну а кто бы еще? Конечно ты. Что у нас? Полная вымотка. Ох, это хорошо. Это прям шикарно. Большая рыбка. Так, есть щука. Дочь. На, доставай. Да. Перчатки снимай. Не-не-не. Перчатки снимай, дочь. Давай мы не будем Давай, доставай перчатки, снимай. испытывать судьбу. Тащи. Тащи. Не крупная, мелкая. Налимчик. Налимчик. Налимчики уже вышли. Идё. Уже вышли, да? Налимчики уже ушли. Моя рыбка. Первая. Что, отпустим этого красавца? Ну, если есть возможность, отпускай. Ух ты, как там он там? Как там он там? Как-то... Он живца заглотил, что ли? Да. Давай, дочь, отпускай. Отпускай рыбку. Ну не Варечка уже. Давай его в лунку кидай, скажи. Давай за дедом, скажи. О, молодец. Сейчас уже только утром дать. Да, сейчас только уже утром будем смотреть. Так, ребят, ну что, вот 3 сработочки. 3 сработочки на налимы вышли уже мелкие. Видно, что вот это они так делают. У того, в принципе, там тоже кожа подорвана, просто так висит. Возможно, тоже налим содрал так. Ну все, прокатились. Не стал я жариться, ребят, все обходить. Все замело. Лишний геморрой будет. Вроде там все хорошо у меня, все нормально стоял. Так что едем на лагерь. Погода, да? Вообще. Капец. Все, ребята, домой. Отдыхать. Теперь точно уже отдыхать. Куда уже больше не поедем. Все. Время уже позднее. Ну, налим вышел. Радует. Ночью, возможно, попадется какой-нибудь хороший. Все уже. Добрались до балагана своего. На улице погода ужасная вообще, капец. Вот февраль. Завтра, кстати, 1 февраля. И вот, как под заказ, вот эти февральские вьюги. У нас, ребята, деревняк. У меня был случай такой. В школу утром встаю, все туда-сюда, выбегаю. А дверь открыть не могу. Просто дверь наполовину замело. Вот так было. Потом соседям постучали, соседи откопали. Раньше же ни телефонов, ничего не было. Ну вот, ребят, 3 сработки. Ну это, походу, вот налим зашевелился, мелкий. Начинает дербанить. Дай бог. Завтра попадется нам хотя бы 1-2, и то будет классно. Будем кушать фунчозу. Юрьевное приготовление, ребят. Сейчас поближе вам покажу. Ну, вещь такая интересная. Вот такое блюдо, ребят. Китайская лапша. С курицей, с морковкой, с огурцом свежим, ребята. И Черным хлебом. с хлебушком, да. Не знаю, сейчас. Возможно, мазика добавлю. Я люблю просто такие вещи есть. Давай. Да, необычно, ребят. Ну, очень вкусно. Соус вот это чувствуется. Братцы, давайте поздний ужин. Ну как поздний, что время-то у нас еще детское. Мы просто сегодня у нас своеобразный напарник, так что у нас как бы все у нас в кратком режиме. Приехали, быстро поставили дом, быстро ставили отопление.
Быстро я там все сделал, быстро. И в конце что-то смотрим, у нас времени еще куча, а мы уже все сделали. Да. Ну, чисто быстро из-за этого. Ну, Быстро-быстро поужинать и быстро-быстро спать, да? да, дочь вывели как бы так, подышать, просто посмотреть вообще, как вообще происходит. Доча у нас уже успела поплакать из-за этого маленького налима. Она говорит, я хотела налима. В итоге мы ей сказали, что утром поймает она своего налима. Дай бог повезет, да, ребята. Но она обиделась, не хочет кушать. Настоящий рыбак, понимаешь? Да вообще. Трофей есть трофей для Дочь меня, рыбака, да. Потому что, ребята, она флажок этот увидела, а она сдалека. Да. Из-за этого. Она его увидела, она его достала. Попить воды, дай, папа. Держи, дочь. Так что все нормально, ребят, все четко. Так что на связи. Мы пока здесь поужинаем, еще в карты поиграем. Что-то у нас вот. А я тоже с вами. Ну, короче, у нас пока вот такие моменты семейные. Все, друзья. Самый главный рыбак уснул. Самое главное. Все. Фонарики на минимум. Наконец-то. Наконец-то уснул, блин, тоже маялась. Что-то, ну, тоже не нравится, ребенок переживает, конечно, не все не по кайфу. А так, ну, прошла проверочку, что нормально. Зимняя рыбалка, первая ночная у моей дочери. Так что все хорошо. Летний-то много раз ездила. На летний-то, да. Ну, летом там можно побегать, а здесь все замкнутое пространство, видите, ребята. Мы тоже думали, что покатаемся, как бы поездим там везде. Я бензин взял с запасом. Думал, съездим там, посмотрим, что-нибудь там посмотрим. Хотели покататься, а такая погода, куда там поедешь. Но в конце вот уснула вроде, все хорошо. Ну и как-то пускай спит. Завтра уже проснется уже ближе к дому. Ну да, погодка не радует. Целую ночь, ребята, вот такая канитель. Смотрите, что творится на реке. Охренеть. Что, братцы, всем доброго утра. Время 9 утра. Все, мы уже проснулись. Пьем кофе с шоколадом. Кому-то нельзя, да, дочь? Зубик болит тоже. Пару раз нурофен давали. Надо к врачу ехать будет. Что, в целом, всю ночь, ребят, пруга. Жалится, наверное, замело там просто вообще жесть. Так что не знаю, как будем искать. Ну и опять же погода поменялась. Не знаю, повлияло это по рыбе, нет? Ну по щуке явно поменяло, потому что вчера вообще утром вот только в 11 была сработка. И за вечер, не знаю, может ночью. Но вечером ездили на лимчика одного поймали. Так что надежда большая есть на лима. А так, сами видите, что творится. Тяжело будем идти домой, потому что помимо своей скорости с ветром еще будет ветер дополнять. Ну как-нибудь потихоньку укутаемся в спальник, доедем. А так что кофе пьем, поедем посмотрим, что у нас как там. Спали отлично. Лариска с Кирой спала, я один на раскладушке валялся. 5 пачек, значит, брикетов, да, ребята. Осталось 1,5 у нас. 2,5 пачки мы истратили. Это за 12 часов полного отопления. То есть печка не гасла 12 часов вообще. Ну и как бы относительно, когда-то мы открывали, когда готовили юшку, когда-то она просто шаяла. Ну, в целом, ночь, целая ночь, целый день, всю ночь, получается, вот вполне хватит 3 пачки, я так понимаю. Ну, смотря вот такая погода, теплая. Ладно, все, пьем кофе и на лед. Да, ребят,
Жестко, конечно, жестко. И без чехла тоже жестко, блин. Заправиться надо. Все замело, блин, охренеть. Ну, февраль. Февральские вьюги. В принципе, они должны быть. Так, надо тут разобраться, что почем. Живцы. Сумка раз. Сумка 2. Сумка 3. Лопатка. Все вроде здесь. А, еще же зевники. На реке. Охренеть. Сейчас мелкую возьму. Если флажки будут, достанем, а потом их привезу сюда, а сам буду собирать уже желез. Потому что на реке там невозможно будет сидеть. Что, прокатимся. Посмотрим, гулял налим в бурю, нет. Да. Вот это дела, конечно. Вот это погода. Распечатала доча погоду ты. До этого такая погода была теплая. Нет, жена, собрались и на тебе. Разницу, ребят, замело вообще не видать. Боюсь, буду желиться искать просто поштучно. Добрались, но желез не видать вообще. По куре 4 флажка стоит, а желез вообще не видно. Слышь? Да? Может 5 вообще. Вон там в конце. Раз, два, три. Ага, нету. Пойдем смотреть. Так, ребята, тупо один флаг стоит, смотрите, железы просто не видать. Леска есть. Леска есть. Холостая. На зубы есть он. Что-то тут, да смотри, что творила рыба. Охренеть. Буря. Охренеть. Вот тут полная вымотка. Вот это попали, да? Так попали. Какой-то завел. Что-то пошло. О, слышь, багор. Багор, бегом. Что-то, ребят, там, я не знаю, идет то ли с корягой, то ли входу налим здоровый. О, там, слышь, там вообще монстр, походу. Лешку не надо путать.
Что-то нащупал. Бошку или что? Так. Ну-ка, дай я попробую нащупать его. Так, чувствую. Это я понял, короче. Ой. Это, короче, этот налим с бревном, понял? На бревно намотал. Бревно здоровое. Ну и с налимом. Это был налим, вон я крючком пробил палец. Но там балан здоровый. Вот. Прощупал. Но налим был. Вот это. Видно на лимени. И завел он в корягу. И ушел. За ночь запутал. Следующая, ребят. Тоже сработано. Охренеть, просто флаг один торчит. Жалицы даже не видно, блин. Смотри, как ее. Полная вымотка. Блин. Мимо. Налим, он видно, что налим хватал. Там еще некоторые могут засыпаны, они могут не сработаны быть. Просто желез, ребят, не видать. Хренеть, я тут, наверное, оставлю, блин, железы. Я опять сработала. Тоже полная вымотка. Не знаю, фартанет нам тут, не фартанет. Тут что-то завело куда-то. Пошел. Что-то есть. Походу налим тоже не крупный. Ага. Нормальный такой налим. Не-не, рыба-то есть. А, да? Ага, ну смотри, Кира. Вот тебе и налимчик. Никодимчик. Хороший. Слышишь? Ой. Хороший налим. А хочешь, себя не можешь, да? Ага. Это солнце садит. Пап, не надо бить его. А он чтоб не мучился, дочь. Он хочет, чтобы он тебе не. Ну взяли одного. Блин, а там что такое было, блин, охренеть. Не знаю. Коряга. Не, сначала были рывки, короче. Потом бук, подвис. Я думаю, ну все, взяли монстрилу. А здесь вот так. Ну что, хорошего. За 1,5 кабан, блин. Это воды нашли. Так, взяли, ребятки, одного. Ну, хороший налим. Но тоже налимы были. Но не наши. Не наши злодеи. Сейчас жалец тут искать надо будет. Куча мне, блин. Охренеть. Но сейчас съездим туда. Проверим. Ну, там тоже флажки у нас видеются вдали. Поедем там смотреть. Так, ребята. Но яма не сработала. Однозначно. А вот река 3 флага дала. Мама, а это домой налим. Моя рыбка будет, если поймается. Дай бог, конечно. Доча. Дай бог. Так, есть налим. Это моя рыбка. Я ее нашла. Блин, тут Есть налим. Ух, мой налим. хороший кабан, да? Вот там хвостик
улыбку господин. Вон, видишь, дочь, как он хватает? Андрей, видишь? Он какой злодюга, смотри. Круто. Сейчас будешь доставать, так, если ребят, что ты... Ну что, уже неплохо, уже 2. Уже классно. Так, а здесь походу холостая, ребята. Здесь походу холостая вариска. Ну хотя налимы тоже могут так. Холостая. Ага. Это холостая. Холостая, это холостая. Я только укусил ее уже. Да, тоже налим, видишь? Ага. Вон, жмякал. И все. Это погодка, ребята, жесть. Ну смотрите, эти желицы не особо замело-то так. Что там, Додя? Леска есть? Ну-ка, дай. Ну-ка, папка проверю. Тоже что ли выплюнул? Чего не выплевывают-то, заразы такие? Не особо голодные, что ли? Кушали и отпустили. Да, содрали вообще полностью. Нету вот это, нету. Ну и что, в конце у нас 2 налима. Возможно, еще где-то сработки, но это при сборке уже только определю. Так, друзья, оставил девчонок. Еду собирать желицы. Искать их, короче. Налим поклевывает, это хорошо. Но погода не в нашу была. В пользу, конечно. Топтанул вон тут дорогу. Снега вон херачит, блин, в кучу. Ладно, едем собирать, искать. Еле-еле видно, ребята. Охренеть просто. Еле-еле видно. Что там дергается, что-то. Да, ребят, я всю осень плавал. Кто со мной, тот знает, сколько я ночевок переночевал. Но достойных налимов вижу только весной. Ну, я имею в виду по твердой воде. Хотя налима рыбачу почти круглый год, не считая лета там какого-то периода. Да и то бывает попадаются. Классная рыбалка, налима. Ну здесь, конечно, весь процесс ты не видишь, все это происходит без тебя. Но как бы ни было, процесс, задача поставлена, процесс сделан. Налима мы видали. Ну что тут? Двушка как минимум, ребята. Хороший кабанчик. Для Якутии, для Енисея это жаренок. А это у нас уже трофейчик. Так что в кузовок его. Фух. Так. Ну иду дальше отрывать. Откапывать. Ямка, ребят, не сработала. Хотя до этого щука здесь стреляла. Смотрите, все как этот. По расписанию. Налим пошел. Щука отошла. Налима не было, ну клювала щука. Короче, каждому свое время получается. Ну, желицы, ребят, не сработанные, но вот они все проюлозины. Налим мелкого много ходит, щупает. Так, друзья, ну что, все. Сделал дела. Все, собрал желицы. Все в порядке. Ничего не оставлено. Ну что, я думаю, ребят, стоит ездить, даже ночевать, отдыхать вот за такими красавцами. Под двушечку оба. Ух, погода. Ладно, едем на лагерь, палатку собирать, все и выезжаем.
Ух ты. Вот так вот. Как цыгане, слышишь? Как цыгане, ребята. Перчатки-то надо к печке положить. Засунем пока сюда. Ну все, братва, собрались. После нас чистенько, как обычно. Мусор весь, ребята, в пакет. Все домой. Так, давайте. Не, вот там на горе придется встать, Лариса, все равно. Там, когда будем подниматься. Скажешь, что не встанет. Давай, укрывайтесь, мадемуазель. Отрыбачили. Ребят, ну что, мы отрыбалили. Погода зверь. Быстро сопаковались. Все, едем домой. В принципе, рыбалка получилась. Что хотели, мы нашли. Добыли. Дочь отдохнула. Да, доча? Понравилось? Если бы не зуб, вообще бы Если бы не зуб, да, было бы нормально, ребят. Ну все, что, берите с собой детей, жен. Уезжайте, ребята. Несмотря на такие условия. Можно отдыхать. В целом все классно, ребята. Все, чалим домой, снега куча. Сейчас еще тяжелый выезд будет у нас по лесу. Будем пробовать. Ладно. Дорогу, ребят, перевело просто. Охренеть. Вообще жесть.